Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Согласно повестке дня заседания Совета было рассмотрено 39 вопросов. Согласно повестке дня заседания Совета было рассмотрено 39 вопросов. На заседании были рассмотрены законы Республики Таджикистан об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, об ответственности за обучение и воспитание ребенка, о Таджикском национальном университете и о показателе для расчетов в завершенной форме. На заседании члены Совета также обсудили ряд законодательных актов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, в Трудовой кодекс, в Налоговый кодекс и действующие законы Республики Таджикистан, в том числе о государственной границе Республики Таджикистан, о разрешительной системе, об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан, о пастбищах, о защите и использовании растительного мира, о карантине и защите растений, об образовании, о предотвращении насилия в семье, о других обязательных платежах в бюджет, о стандартизации, о соглашениях о разделе продукции, о Национальном банке Таджикистана, о микрофинансовых организациях, о банковской деятельности, о деятельности Исламского банка, о платежных услугах и платежной системе, о валютном регулировании и валютном контроле, о кредитной истории, о свободных экономических зонах, об угле, о государственных символах Республики Таджикистан, о политических партиях, об обществе Красного полумесяца Таджикистана и об использовании и защите эмблем и наименования Красного Креста и Красного полумесяца в Республике Таджикистан. Также на заседании Совета Маджлиси Милли были рассмотрены предложения правительства Республики Таджикистан по решению вопросов административно-территориального устройства в некоторых городах и районах Сагдийской области, в Арзобском и Файзабадском районах, которые в установленном порядке были представлены на рассмотрение 18-й сессии Маджлиси Милли. Сегодня в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 18-я сессия Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В начале члены Маджлиси Милли приняли соответствующее решение об утверждении порядка работы, выборе секретариата и повестки дня сессии, состоящей из 38 вопросов. В ходе обсуждения повестки дня сессии председатели комитетов Маджлиси Милли выступили с докладами по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, по аграрным вопросам, занятости населения и экологии, по социальным вопросам, охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике в отношении молодежи и женщин, по экономике и коммуникации, а также по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентскими связями, а также представили заключения отраслевых комитетов относительно рассматриваемых законов. Согласно повестке дня, члены Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан рассмотрели и поддержали законы Республики Таджикистан об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан, об ответственности за обучение и воспитание ребенка, о Таджикском национальном университете и о показателе для расчетов, которые приняты в завершенной форме в новой редакции. После всестороннего обсуждения члены Маджлиси Милли одобрили законы Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, в Трудовой кодекс, в Налоговый кодекс и действующие законы Республики Таджикистан, в том числе о государственной границе Республики Таджикистан, о разрешительной системе, об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан, о пастбищах, о защите и использовании растительного мира, о карантине и защите растений, об образовании, о предотвращении насилия в семье, о других обязательных платежах в бюджет,
о стандартизации, о соглашениях о разделе продукции, о Национальном банке Таджикистана, о микрофинансовых организациях, о банковской деятельности, о деятельности Исламского банка, о платежных услуг и платежной системе, о валютном регулировании и валютном контроле, о кредитной истории, о свободных экономических зонах, об угле, о государственных символах Республики Таджикистан, о политических партиях, об обществе Красного полумесяца Таджикистана и об использовании и защите эмблем и наименований Красного Креста и Красного полумесяца в Республике Таджикистан. Также на основании предложений правительства Республики Таджикистан были приняты соответствующие постановления Маджлиси Милли о переименовании некоторых административно-территориальных единиц и населенных пунктов городов и районов Сагдийской области, Варзобского и Файзабадского районов. Душанбе – крупнейший промышленный центр Таджикистана. Так, за годы независимости, наряду с другими городами и районами страны, наша столица значительно преобразилась и стала комфортным и современным мегаполисом. Дальновидная политика руководства Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в сфере промышленности. Промышленность, которая является одним из важнейших секторов, влияющих на развитие национальной экономики, удовлетворяя потребности населения в основных товарах, создавая новые рабочие места и, самое главное, повышая уровень жизни населения, находится в центре политики руководства города Душанбе. Наша столица на сегодняшний день – это динамично развивающийся промышленный город, в котором функционирует около 800 промышленных предприятий. Душанбе фактически является передовым населенным пунктом в реализации стратегической цели ускоренной индустриализации страны, и в этом направлении администрация города постоянно принимает эффективные меры. Только за последние 7 лет по инициативе и указанию лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и в результате образцовой деятельности председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, было построено и введено в эксплуатацию 90 новых заводов и промышленных предприятий с более чем 10 тысячами новых рабочих мест. Из них предприятия по производству текстильной продукции, кожи, обуви и пошиву одежды, а также по производству строительных материалов, по обработке камня, по производству мебели и электротехнического оборудования, по производству кондитерских изделий, мясной и молочной продукции и многие другие. На предприятиях производится качественная и доступная конкурентоспособная продукция. За последние несколько лет перечень продукции, производимой душанбинскими предприятиями, включая строительные материалы, текстильные изделия, продукты питания и многое другое, стал намного шире, и наряду с удовлетворением потребностей населения страны отечественная продукция также идет на экспорт. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбак, новости. Мы продолжаем выпуск. В Худжанде в рамках 10-й международной торговой ярмарки СУХ-2024 проведены инвестиционный и бизнес-форум «Возможности для торговли, инвестиций и перспективы сотрудничества». Целью проведения мероприятия является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с государствами как ближнего, так и дальнего зарубежья, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, расширение сотрудничества между государствами региона и международными финансовыми организациями. Ну а тему продолжит подробнее моя коллега Шахло Бердыева. На международном форуме предпринимателей было отмечено, что Сагдийская область известна как долина возможностей, где работает большое количество малых и крупных промышленных предприятий. Значительный прогресс достигнут в секторах горнодобывающей и металлургической, легкой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, переработки хлопка и текстиля, производства хлопчатобумажных изделий, строительных материалов, и есть много возможностей для расширения сотрудничества. Я приехал в составе делегации Пензенской области для участия в международной выставке СУХ. Нашу делегацию, она в составе 11 человек, ее возглавляет
губернатор Пензенской области. И мы впервые принимаем участие. Для нас весьма интересно налаживать дальнейшие деловые и экономические. Сегодня уже работаем, Пензенская область взаимодействует со многими фирмами Республики Таджикистан, и товарооборот в истекшем году увеличился почти втрое и составляет сейчас около миллиарда рублей. Но это не предел, есть серьезные основания для дальнейшего роста, есть взаимная заинтересованность. Также 18-19 июня текущего года в Худжанде проходит 10-я международная торговая ярмарка СОК-2024. В ярмарке принимают участие более 500 гостей, в том числе послы и представители дипломатических корпусов Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Азербайджана, Белоруссии, Туркменистана, Турции, Саудовской Аравии, Японии, Ирана, Словакии, Польши и Пакистана. На ярмарке компании и производственные предприятия Таджикистана представили свою разнообразную продукцию и подписали соглашение о сотрудничестве с партнерами по развитию для освоения нового рынка. Целью проведения ярмарки является поддержка международной торговли, повышение экспортного потенциала, налаживание взаимовыгодного сотрудничества с государствами ближнего и дальнего зарубежья, привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, расширение сотрудничества между государствами региона и международными финансовыми организациями. Международная торговая ярмарка СОК-2024 является хорошей площадкой для представления, рассмотрения, разработки и реализации проектов. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.